Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Рекорд по убитым. За сутки на востоке Украины погибли сразу 5 украинских военнослужащих. Есть погибшие среди гражданских. Канонада не умолкает. Вдоль так вот. Или оттуда, или оттуда. Земельный вопрос стал попыткой вооруженного переворота. Генпрокуратура Казахстана считает митинги против продажи земли иностранцам мятежом. Правозащитники говорят о возвращении советских репрессий. Мы бессильные. Сайты на замке. Власти Таджикистана пока не торопятся снимать блокировку с главных независимых порталов страны, закрытых накануне референдума о сверхполномочиях президента Эмомали Рахмона. Если честно, это уже надоело решать вот такие моменты на личном уровне. В Ираке армия штурмует город мечети Эль-Фалуджу. В городе в заложниках у боевиков ИГИЛ остаются 50 тысяч человек. Фиксики против «Единой России». Создатели известных на весь мир российских мультгероев выступили против незаконного использования своих персонажей в предвыборной агитации партии власти. Для нас был совершенно возмутительный случай. Танки, которым рады в Праге. Чешская столица встречает колонны американской бронетехники. Переброски войск в таком формате в Европе не было со времен Второй мировой войны. Генпрокуратура Казахстана назвала недавние митинги по земельному вопросу попыткой вооруженного захвата власти. В своем официальном заявлении надзорный орган сообщил, что в ряде городов, где стихийные выступления граждан были предотвращены, шла, по мнению Генпрокуратуры, подготовка к вооруженному противостоянию. В частности, в Алма-Ате были задержаны организаторы массовых беспорядков, у которых были обнаружены тайники оружия, боеприпасов и бутылки с зажигательной смесью. Более конкретные сведения не сообщаются, но заявляется, что незаконные акции в различных регионах республики – это звенья одной цепи. Вот что в частности утверждает Генпрокуратура Казахстана. Под видом мирной акции в Уральские Атыра ушла подготовка к насильственному, в том числе вооруженному противостоянию с властью. Имеются сведения о согласованном характере действий провокаторов. Их конечная цель – не мирные митинги, не изменение земельного кодекса, а дестабилизация общественно-политической ситуации, разжигание межнациональной розни и захват власти. В городе Кызылорда полицейских закидывали камнями, провоцируя их на применение силы. Между тем, среди населения страны немало тех, кто поддерживает арестованных гражданских активистов. Первыми объединились казахстанские правозащитники, политики и журналисты. Ими создан комитет «Арашам», что в переводе на русский это слово буквально означает «прекратить ссору». С подобным же требованием члены комитета обратились к властям. Дмитрий Беляков с подробностями. О создании комитета «Араша» группа правозащитников, политиков и журналистов заявила 26 мая. 30 мая они провели в Алма-Ате пресс-конференцию и обозначили основные цели общественного объединения. Активисты собираются защищать казахстанцев, арестованных в преддверии и в ходе массовых протестов по земельному вопросу. Практически все члены нового комитета были и сами задержаны 7 и 21 мая и видели ситуацию своими глазами. По словам правозащитника Амангельды Шарманбаева, только по одному районному ОВД им зафиксировано 30 письменных жалоб на необоснованное задержание. Если судить с правозащитной точки зрения, было нарушено все, что только можно нарушить. Да? То есть то, что людей, во-первых, намеревавшихся выйти на мирный протест, да? То есть если протест мирный, то никакого основания людей задерживать вообще нет. Основанием даже по нашему законодательству, которое ничему не соответствует. Общее количество задержанных только 21 мая в республике явно превысило 1000 человек, говорят члены комитета «Араша». Районные отделы полиции были переполнены, каждого задержанного заставляли написать объяснительную о том, как он оказался неподалеку от места несанкционированного протеста. Более чем у 600 граждан были сняты отпечатки пальцев. При этом многие гражданские активисты были задержаны даже не на месте массовых протестов, а заранее у себя дома или на работе. Но раньше они хотя бы дожидались факта того, что вроде бы формально мы провели какое-то несанкционированное мероприятие. А потом уже нас вели в суд, и там проводили все эти процедуры, и мы получали все эти административные наказания, штрафы и так далее. Здесь сейчас очень резко политика изменилась. Априори арестовывают людей, которые еще не совершили никакого факта.
До сих пор под административным арестом по обвинению в призывах к проведению несанкционированных митингов содержится около 30 человек. Их история может получить неблагоприятное продолжение, считают участники комитета. После заявления Генеральной прокуратуры республики о провокаторах, якобы готовивших массовые беспорядки, некоторые дела могут быть переквалифицированы по гораздо более серьезным уголовным статьям – разжигание межнациональной розни или дестабилизация политической ситуации. К примеру, в Атырауской области, по данным Генпрокуратуры, под видом мирной акции шла подготовка к насильственному вооруженному противостоянию с властью. Несколько активистов в Атырау на данный момент проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту. В их числе и Макс Бакаев. Срок его административного ареста истекает 1 июня. Его сестра Гульмарал также решила принять участие в работе комитета Араша, так как не видит других путей решения проблемы. Участие в комитете Араша связано с тем, чтобы привлечь общественное внимание к этим проблемам, поскольку мы бессильны, и это показал вот мой буквально трехдневный опыт общения с правоохранительными органами в городе Атырау. Первым делом участники общественного комитета собираются полететь в Атырау, чтобы ознакомиться с подробностями дел задержанных активистов. Также Араша попытается наладить диалог с Государственной комиссией, работающей над поправками в Земельный кодекс. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В Таджикистане остаются заблокированными сайты главных независимых информационных агентств. Официальный доступ закрыт, в частности, к сайту радио ОЗОДИ, таджикской службы «Радио Свобода», и к страницам информационного агентства «Азия+». Блокировки новостных ресурсов и социальных сетей без официального уведомления стали обычной практикой внутри страны, особенно перед важными государственными мероприятиями. Нынешняя блокировка произошла за несколько дней до общенародного референдума о пожизненном президентстве Эмомали Рахмона. О ситуации с порталом «Азия+» нам рассказала гендиректор агентства Зибота Джибаева. Скорее всего, власти перестраховались перед проведением референдума по внесению вот этих поправок. И я думаю, что для того, чтобы все-таки население в меньшей степени знало и разбиралось в этих поправках. Я думаю, что, скорее всего, у провайдеров было это обычное частное письмо с какого-нибудь частного имейла, который они знают, где был список тех сайтов, которые необходимо заблокировать. Все наши ожидания, что нас разблокируют в течение недели, сразу после референдума, они становятся все меньше и меньше. То есть мы надежда на то, что нас разблокируют, и что основной причиной была блокировка именно проведения референдума, сейчас я начинаю уже сомневаться, если честно. Если ситуация не изменится, я все-таки буду писать официальное письмо к провайдерам с копией в службу связи, чтобы требовать от них официальных объяснений. Я попыталась дозвониться, до них никакой реакции, никакой возможности просто выйти на личную встречу. И, в принципе, если честно, это уже надоело решать вот такие моменты на личном уровне каждый раз. Далее в программе. Рекорд по убитым. За сутки на востоке Украины погибли сразу 5 украинских военнослужащих. Есть погибшие среди гражданских. Канонада не умолкает. В Ираке армия штурмует город мечети Эль-Фалуджу. В городе в заложниках у боевиков ИГИЛ остаются 50 тысяч человек. Фиксики против «Единой России». Создатели известных на весь мир российских мультгероев выступили против незаконного использования своих персонажей в предвыборной агитации партии власти. Для нас был совершенно возмутительный случай. Танки, которым рады в Праге. Чешская столица встречает колонны американской бронетехники. Переброски войск в таком формате в Европе не было со времен Второй мировой войны. Ситуация в Донбассе опять обостряется. Украинские военные заявили, что минувшие сутки стали рекордными по количеству погибших среди военнослужащих. Их 5 человек. Обстрелы ведутся обеими сторонами. Есть жертвы и среди мирного населения. В поселках, прилегающих к линии фронта, опять сильнейшие разрушения. Где-то вот здесь она разорвалась, потому что вот здесь вот это камень лежит, это все с нее было завалено, ребята вынесли. То есть все это лежало на той стенке. Войну прожили, немцы были. Войну прожили, немцы были, но такого не было. И бомбы были, но таких разрушений не было, как сейчас. Все разрушено, живого ничего не осталось.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют использование обеими сторонами конфликта крупнокалиберной бронетехники, что запрещено Минскими соглашениями. Наши корреспонденты побывали непосредственно в зоне боев и поговорили с местными жителями одного из прифронтовых поселков. Как ни кстати, это дождь. Несколько дней назад дом Петра разорвал насквозь пролетевший снаряд. Вдоль так вот. Или оттуда, или оттуда. Кто у кого стрелял, не знаю. Вот вдоль дома ударила. Жена пострадала. Сильно? Она в больнице. Узнав о случившемся, на помощь соседу пришли друзья. Владимир пригнал грузовик, другие закупили бревна. Вместе взялись отстраивать часть дома. Ну, мы здесь, вот, как вот видите, переживаем эти все ситуации. Вот сегодня у человека горе, а завтра у меня горе. Пока друзья Петра продумывают план, как отремонтировать крышу и часть дома, другая соседка затягивает пленкой выбитые окна. Вот мы еще даже с воскресенья вещи не вынесли. Вещи так вот или стоят. В подвале вещи вот они есть. Одеяло, куртки. Да, свечки, да, такой фонарик, свечки. Сумка уже наготове с документами, со всем это. Если как обстрел начинается, в подвал и все. Эту часть Авдеевки обстреливают постоянно. Военные говорят, что обстрел ведется из села Спартак, который контролируется сепаратистами. Считают, что таким образом противник пытается настроить местных жителей против украинских военных. Кто именно стрелял и в кого местным жителям все равно. Они не верят ни одним, ни другим. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время, Донецкая область. В Ираке началось сражение за Фаллуджу. Вооруженные силы страны начали лобовой штурм города, в котором обороняются боевики так называемого исламского государства. По некоторым данным, в городе, который подвергается непрерывному артиллерийскому обстрелу и бомбежкам авиации, помимо отрядов ИГИЛ находятся еще около 50 тысяч жителей, которым не удалось эвакуироваться. Представители иракского командования утверждают, что им удалось пробиться в южные районы города, где передовые части иракской армии установили национальный флаг над отбитым у исламистов зданием управления полиции. Сражению за Фаллуджу предшествовало ее полное окружение, которое началось 23 мая. Власти Ирака рассчитывают вернуть под свой контроль Фаллуджу, один из крупнейших городов страны, уже в ближайшие дни. О ходе сражения в репортаже Рейтер. Армия Ирака наступает по 3 направлениям. Утром в понедельник начался штурм Фаллуджи, города, расположенного в 50 километрах к западу от Багдада. Более 2 лет, с января 2014 года, он находится под контролем запрещенной в России группировки «Исламское государство». В сухопутной операции задействованы танки и артиллерия. С воздуха наземные отряды поддерживают иракские ВВС и самолеты коалиции во главе с США. Вместе с военными наступают отряды лояльного багдадским властям шиитского ополчения. Операция по возвращению Фаллуджи под контроль правительства началась неделю назад. Армия постепенно продвигалась к городу, захватывая небольшие населенные пункты и замыкая кольцо осады вокруг него. Все эти дни военные, как они говорят, медлили, чтобы дать время гражданскому населению покинуть город. По разным данным, в Фаллудже на сегодняшний день остаются около 50 тысяч мирных жителей, которые не смогли бежать. Последние дни они страдают не только от голода, но и постоянных обстрелов. Одновременно сейчас идет операция по выдворению исламского государства из Мосула, крупнейшего иракского города, находящегося под контролем боевиков-исламистов. На сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилось сообщение о том, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри по телефону обсудили возможное совместное проведение военных операций в Сирии. Вот что в частности утверждается на официальной странице российского дипломатического ведомства. Главы внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение ситуации в Сирии и российских предложений о проведении совместных операций против действующих там террористических группировок и прочих незаконных вооруженных формирований, не соблюдающих режим прекращения огня, сказано в пресс-релизе. Тем временем на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов нет никаких подтверждений о том, что Россия и Америка договорились действовать в Сирии сообща. Более того, все последнее время и американские военные, и политики заявляли, что никаких совместных с Россией военных операций быть не может и не предполагается. А российские дипломаты подчеркивали, что США пока еще не доросли до совместных военных действий с Россией.
Американские танки вошли в Прагу. Местные жители с радостью приветствовали их на улицах города. Танки и колонны бронетехники прошли через столицу Чехии транзитом, чтобы принять участие в военных учениях НАТО в Эстонии. Накануне парламентская ассамблея НАТО призвала членов Альянса противостоять опасности со стороны России и улучшить координацию усилий по коллективной обороне. Время 6 утра, но несмотря на ранний час, на военной базе США в Баварском Фельдике кипит работа. Американские военные готовятся к маршу в Эстонию. Дорога длиной 2400 километров пройдет еще через 4 страны НАТО. Машины в порядке, вещи собраны, остались последние приготовления. Подобная операция уже проходила в прошлом году, но на этот раз войск гораздо больше. Никто из нас раньше не участвовал в операциях подобного масштаба. Переброски войск в таком формате в Европе не было со времен Второй мировой войны. Сейчас в Эстонию отправляется целый полк. Это подразделение в 4 раза крупнее, чем в прошлом году. Ближайшая граница с Чехией. В колонне 420 солдат и 225 единиц техники. Это бронемашины, гаубицы и вездеходы. Россия обвиняет НАТО в провокации, утверждая, что это бряцание оружием у российских границ. Однако в НАТО миссию считают демонстрацией готовности встать на защиту восточных членов Альянса. Необходимость в подобном жесте возникла после российской агрессии в Украине. Я очень рад тому, что участвую в этой миссии. Я рассчитываю получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми. Я рад возможности исполнить долг, поддержать наших союзников по НАТО и не допустить нападения противника. Эта небольшая группа людей приветствует прибытие конвоя в Прагу. В прошлом году желающих встретить колонну техники было гораздо больше. Но никаких сомнений в важности американского военного присутствия у встречающих нет. Мы пришли, чтобы посмотреть на американскую армию, на войска наших союзников. Это символ того, что мы не хотим быть под контролем путинской России. Для меня это значит, что мы сохраняем наш прозападный курс. Тут все просто. Первый день движения военной колонны подошел к концу, но это только начало. Уже к середине июня в Эстонии, Латвии и Литве соберется 10-тысячная армия союзников. Учения «Сабельный удар» пройдут на земле, на море и в воздухе. Их цель не только проверить боеспособность военных, но и подтвердить готовность НАТО защищать свои восточные рубежи. В Литве завершили свою воинскую службу первые после возобновления призыва срочники. О том, что такое нынешняя срочная служба в литовской армии и как проходили первые в ее истории торжественные дембельские мероприятия в центре Вильнюса, в репортаже Дениса Тарасенко. Эти 500 уже полноценных бойцов, среди которых и 19 девушек, стали первопроходцами возобновленной армии призывников. Воинский призыв в Литве решили вернуть почти сразу после начала конфликта на востоке Украины. Литовские власти никогда не скрывали мотивы. Усиление боеспособности вызвано исключительно опасениями прямого нападения на Литву России. Я рада, что вы перенесли все испытания и стали настоящими воинами, которыми мы гордимся. Только тогда, когда у военных есть мотивация, когда они знают, что значит любить Родину и жертвовать собой ради нее, тогда враг знает, что сюда лучше с недружественными намерениями не идти. А друзей мы всегда ждем. Уклонистов нет. Как и в прошлом году, все квоты занимают добровольцы. Уже сейчас у нас 3350 добровольцев, а в этом году мы планировали призвать порядка 3500 человек. Так что мы опять наблюдаем тот же энтузиазм, то же доверие к государству и армии, то же патриотическое желание людей защищать страну. Впрочем, возврат призыва, увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП – это скорее символические шаги. Основные надежды на саммит НАТО в Варшаве, который состоится в начале июля. Литва просит о размещении постоянных сил НАТО. Принцип ротации уже не устраивает. Россияне думают, что НАТО слабое, что НАТО не сможет принять политических решений тогда, когда будет нужно. Поэтому наверняка в первую очередь они протестируют возможности НАТО на более уязвимых территориях, может, даже задействовав ядерное оружие, которого у них так много. Уже сегодня во всех странах Балтии стартуют крупнейшие военные учения в этом году «Сейбер Страйк», в которых задействовано более 10 тысяч солдат из 12 стран-членов НАТО. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва, Вильнюс.
Российские аниматоры намерены подать в суд на партию власти «Единую Россию». Создатели известных мультгероев «Фиксиков» заявляют, что пермское отделение партии незаконно использовало их персонажей в предвыборной агитации. В одном из детских садов Перми ростовые куклы любимых детских персонажей прививали малышам любовь к кандидатам-единороссам, чтобы дети передали ее своим родителям. Вадим Кондаков с подробностями этой немультипликационной истории. Такой поддержке позавидовал бы любой кандидат на любых выборах в мире. Свинка Пеппа, черепашки-ниндзя, пираты, фиксики. Все они вдруг признали, что, оказывается, есть на свете волшебники помогущественнее их. Вы знаете, как зовут волшебников? Михаил Черепанов, громко кричим ему спасибо вместе! Спасибо! А второго волшебника как зовут? Николай Чонкин! Николай Чонкин, кричим спасибо! Этот детский утренник так и остался бы одним из тысяч, что ежедневно проходит по всей стране, если бы в чудесный мир детства не прорвались бы волшебники из «Единой России». Сейчас Николай Чонкин на нас обидится. Кто-то хлопает Николаю Чонкину. Ну, давайте вместе громче хлопаем! Когда стали, конечно, говорить, что депутаты, как-то, я не знаю. По мне так это неправильно. Правозащитники и юристы недоумевают, что это за чудеса. Ведь всем известно, что предвыборная агитация в детсадах и школах запрещена. Однако из объяснений самих волшебников не стало понятно, отчего вдруг фиксики и свинка Пеппа воспылали к ним такой горячей любовью. Я рад, что свинка Пеппа за «Единую Россию», но все-таки нужно выбирать слова и думать. Ведь детям политика ни к чему. В этой истории просто не досмотрели, не поправили вовремя сценарий праздника. Поправим, конечно, постараемся донести до молодых актеров, что можно, а что нельзя на детском празднике. Наверное, до мест, где родились свинка Пеппа и черепашки-ниндзя, просто очень далеко. И благая весть о том, что они все теперь поддерживают «Единую Россию», еще не долетела за моря океаны до их создателей. Зато юристы студии «Аэроплан», которые рисуют маленьких человечков-фиксиков, оказались близко. И сейчас выясняют, кто же был верховным магом на детском празднике в Перми. Конечно, для нас был совершенно возмутительный случай, то, что мало того, что это были пираты, но это были не просто пираты на детском празднике, которые произносили еще речи, совершенно не свойственные нашим персонажам. В студии «Аэроплан» кипит работа. Художники одновременно работают над мультсериалом и над полнометражными фиксиками, которые скоро выйдут на экраны. Им здесь очень важно, чтобы их рисованные герои выглядели правдоподобно. Ты не сможешь с такой скоростью зрачок повернуть, понимаешь? То есть это хорошее движение, его просто надо сделать правильно. Вопреки распространенному мнению, мультики делает не компьютер, а человек. И это по-прежнему очень сложная и кропотливая ручная работа. Возможно, санимировать одному человеку всего лишь 2 секунды анимации в день. Именно поэтому они так ревностно и относятся к своим фиксикам и к тому, что и как говорят их Симка, Нолик и Дим Димыч. Хотя к воровству за годы существования всезнающих человечков здесь уже успели привыкнуть. Мы, если говорить об образах, видели еще более страшных персонажей. Нам скорее стало за детей обидно. С таким использованием фиксиков в «Аэроплане» столкнулись впервые, ведь раньше их персонажи воровали из-за денег, а теперь ради голосов избирателей. Но иск в суд все равно будет типовым, за нарушение авторских прав. И пермские волшебники от «Единой России» наверняка очень расстроятся. Похлопайте нашим волшебникам громко! Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.